Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Грант главы республики для поощрения профессиональных образовательных организаций за высокие достижения обучающихся в области образования, профессионального роста, науки, спорта, творчества и общественной деятельности был учрежден Айсеном Николаевым в прошлом году. Имена победителей текущего года объявили 2 октября, в День среднего профессионального образования. В числе победителей был назван и Якутский промышленный техникум. Гость студии сегодня Дмитрий Павлов, директор Якутского промышленного техникума имени Десяткина. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш техникум выиграл в номинации «Лучший в профессии». Поздравляем с победой. Спасибо Вот каковы планы по реализации грантовых средств? Ну и, кстати, какова сумма выигранного гранта? Вот расскажите подробнее об этом. Да, это действительно большое достижение для нашего Якутского промышленного техникума. Мы очень благодарны главе нашего республики Айсену Сергеевичу за данный проект. Тем более, в этом году для нас данная победа имеет, наверное, наиболее важное значение. В этом году нам исполняется 40 лет со дня образования техникума. И, конечно, знаете, весь коллектив с нетерпением ожидал результатов, которые должны были быть объявлены 2 октября на День среднего профессионального образования. Я уверен, что и другие профессиональные образовательные организации приложили немало усилий. Побеждает, как говорится, сильнейшие. Сейчас перед нами стоит, я бы так сказал, не менее важная задача. Вы уже и подчеркнули, да, о сумме гранта. Сумма гранта составляет 5 миллионов рублей. И, конечно, она требует теперь правильного целевого использования. Мы планируем в первую очередь, конечно же, сделать акцент на обновлении действующего учебного оборудования и материально-технической базы. Я считаю, что это, наверное, содержание самого образования. Это самое главное для любого учебного заведения. Причем нужно сказать, что задача на самом деле не из легких. Мы сейчас уже реализуем и делимся опытом с нашими работодателями, производим анализ на соответствие наших учебных мастерских современным требованиям, которые встречаются на производстве. За пример мы берем наших работодателей-партнеров, таких как ЕТЭК, Алроса, ГУП ЖКХ, Водоканал, Якутскэнерго, и многие другие, с кем мы на сегодняшний день сотрудничаем. Если говорить уже о перечне конкретно мастерских, то, конечно, наш выбор будет основываться на наиболее востребованных рабочих профессиях, которые мы готовим. Для многих известно, что Якутский промышленный техникум является кузницей кадров рабочих профессий, и поэтому акцент будет именно на этом. Это в первую очередь сварщики, токари, это, конечно же, электромонтеры, слесаря, ЖКХ и КИП. Мы не забываем про наших ювелиров и огранщиков. Это тоже для нас является не менее важным. И в любом случае, мы сегодня понимаем, когда занимаемся подготовкой совместно с нашими студентами проектов, что проекты могут быть представлены наши, абсолютно с разных сторон. Да? Мы сейчас преподавательский состав думаем об обновлении материально-технической базы в сторону учебного процесса. Для ребят сегодня не менее важным является воспитательный процесс, оснащение наших центров творчества и так далее. Поэтому конкретно по темам, по проектам мы еще оставляем эту тему открытой. Сейчас производится внутренний контроль. Мы уже собрали несколько команд среди обучающихся. И в будущем эти будут проекты представлены. Я все-таки думаю, в любом случае, помимо учебного оборудования, мы также будем делать акценты и на воспитание наших обучающихся. Если говорить уже о самой сумме, 5 миллионов – это действительно значительный вклад в материально-техническую базу нашего учебного заведения. Также мы хотим сказать, что в любом случае многие проекты требуют и большего внимания финансового, и мы уже с администрацией техникума рассматриваем возможность использования внебюджетных средств. Вот то, что победа заслуженная, наглядно демонстрирует результаты ваших студентов на чемпионате профмастерства, профессионалы. Каких наград удостоились ваши подопечные, и что помогает из года в год показывать такие высокие результаты? Тогда я сейчас отвечу сперва, что помогает, из года в год. Это будет такое субъективное мнение директора Якутского промышленного техникума. За такими результатами всегда стоят титанические усилия всего преподавательского и студенческого коллектива. Это обязательно, и именно это основная основа. Но я бы разделил на таких 4 главных, так скажем, направления. Первое – это, конечно же, системный подход в организации подготовки участников конкурсов профессионального мастерства. Причем, когда мы говорим о системном подходе, он начинается в ранние периоды. Многим, наверное, известно, что с этого года вступили достаточно существенные изменения в сроках обучения по подготовке рабочих профессий. То есть, если раньше мы готовили по 2-3 года специалистов, то на сегодняшний день
мы готовим от 10 месяцев до 1 года и 10 месяцев. То есть, ну, можно сказать, что условия немного изменились, но при этом мы остаемся в равных условиях и с другими учебными заведениями, собственно говоря. Я думаю, это на результат не повлияет. Вот. Системный подход в нашем понимании он, ну, заключается в том, что на раннем этапе поступления во время адаптационного периода мы уже начинаем, мы не выбираем только лучших студентов, то есть мы работаем непосредственно с каждой группой поступивших, проводим внутренние наши тематические мероприятия, которые позволяют уже на отборочных этапах выявить сильнейших. Ну и, соответственно, уже в ноябре, в декабре месяце мы уже занимаемся нивелированием и точечной подготовкой уже тех студентов, которые показывают наивысшие результаты. Таким образом, у нас уже поэтапно к концу учебного года есть замечательные студенты, которые могут очень хорошо представить нашу республику. Во-вторых, я бы хотел сказать, это, конечно же, ориентация на практикоориентированный подход в обучении. Можно так сказать, что мы уже полностью перешли на практикоориентированный подход, и практическая часть обучения для нас является приоритетом. В этом нам помогают наши эксперты-работодатели. Плюс я хочу сказать, что и мастера профессионального обучения, производственного обучения, и преподаватели, они полностью настроены на это. Дополнительные изменения, которые вступили с этого года, у нас еще в 100% порядке ребята проходят демо-экзамены. То есть ребята уже в момент обучения представляют конкретные трудовые функции, с которыми они будут встречаться на производстве. То есть это может быть и сборка каких-то технологических процессов, это может быть и сварочные, токарные работы, изготовление ювелирных изделий и так далее. Это является вторым ключом в этом успешном мероприятии. Третье, о чем я бы хотел сказать, это все-таки, ну, конечно же, постоянное обучение самого преподавательского состава и состава наших мастеров производственного обучения. Сегодня просто нельзя говорить о том, что те знания, которые мы получили в вузах и стали преподавателями, недостаточными, потому что современные тенденции изменений непосредственно на производстве, когда мы говорим о ЧПУ, когда мы говорим сегодня о полуавтоматизированной механизации, конечно, это требует постоянного совершенствования. В этом нам помогает Институт развития профессионального образования на территории нашего города Якутска. Ежегодно более 30% педагогических работников, в том числе с администрацией, включая и меня, мы проходим курсы профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации. Вот для меня наиболее интересным является это стажировка на производственных объектах с привлечением наших работодателей. То есть вот здесь вот прям опыта, конечно, можно забраться гораздо больше, непосредственно с оборудованием, с работодателями, узнать их проблемы, с которыми им произвести работу над ошибками уже в рамках учебно-воспитательного процесса. Вот, к примеру, я хочу сказать, что вот из последних таких наших мероприятий, 28 сентября мы направляли Гольдерову Любовь Ивановну. Это наш финалист мастер года 2022 год это был, да. В этом году она уже у нас участвовала на всероссийской площадке в качестве главного эксперта. Это тоже, я считаю, что очень важный показатель для того, чтобы поделиться опытом и, так скажем, с молодым поколением специалистов, ну и, соответственно, перенять опыт других учебных заведений на наших уже площадках. Мы планируем 25 уже октября у нас будет выезжать в город Новосибирск для стажировки. Егоров Яков Данилович. Новосибирский машиностроительный колледж. Мы в этом году приобрели 2 хороших станка ЧПУ стоимостью более 6 миллионов рублей. Ну вот и планируем сейчас их осваивать, уже с ребятами производить практическую часть, обучаем специалиста. Ну, то есть в практическом виде оно выглядит именно в таком. Ну и четвертое, наверное, это тоже не менее важное, это преемственность поколений среди мастеров, опять же, да, наших преподавателей. Когда мы формируем команды, которые будут заниматься непосредственной подготовкой наших студентов, мы обязательно берем соотношение возрастное, чтобы был и наиболее опытный мастер, ну и, соответственно, молодой специалист. Молодых специалистов у нас порядка также 20%. И, знаете, очень хорошая синергия такая получается. Я думаю, да, это тоже определенный ключ. Более молодым специалистам проще общаться с самими студентами, да. А как опытные наставники, они уже как бы корректируют нашу работу в подготовке. То есть, вот таким вот образом 4 главных принципа в нашей работе. Ну вот педагоги, да, промышленного техникума приняли участие в разработке федерального государственного стандарта по профессии мастер по обработке алмазов. Вот как проходила эта работа, ну и какие ключевые изменения предложены?
Вы знаете, я вот буквально перед прямым эфиром встречался с Татьяной Якимовной. Конечно, как директору я не принимал участие лично в разработке, я хочу сразу поправить, поэтому я вот сейчас передаю, так скажем, сказанное Татьяной Якимовной Белолюбской. Она возглавляла эту команду. Вот знаете, из представления нужно сказать следующее. То есть, когда в наш техникум вообще поступило предложение из Института развития профобразования поучаствовать в разработке федерального государственного образовательного стандарта, ну, мы, конечно же, как скромное учебное заведение, которое не имело на данный момент опыта в разработке, но это очень высокий уровень метод работы. Мы вообще впервые в республике, кто в принципе к данной деятельности приступил. Это достаточно высокий результат, о котором нужно говорить. Это представляет и уровень наших педагогов, и в целом нашу республику. Мы, конечно, немножко сомневались, но знаете, вот мы с Татьяной Акимовной долго по этому поводу разговаривали. После того, как провели анализ уже о опыте проведенной работы, вот в нашем УПК на базе ювелирной мастерской, нужно сказать, что специалисты работают более 20-30 лет. Конечно, это люди с громадным опытом. После того, как мы все за и против, так скажем, взвесили, после того, как мы обратились к нашим работодателям по ювелирному делу, мы подумали, а почему бы и нет, и мы действительно попробуем. Собрали хорошую продуктивную команду, Татьяна Акимовна Белолюбская возглавила ее, ну и, соответственно, мы получили этот замечательный результат. До последнего дня также сомневались, то есть там были некоторые корректировки, переделки, но тем не менее мы достигли. Если говорить о ключевых изменениях, о которых нужно сказать, то есть это включение дополнительного профессионального модуля для приобретения студентами, опять же, тавтология, может быть, дополнительных профессиональных компетенций, которые необходимы при огранке тех же алмазов. То есть выглядит оно в принципе так. В некоторых модулях, я так понимаю, был расширен у нас перечень, все компетенции у нас также дополняются умениями, знаниями и навыками, то есть мы этот перечень более, так скажем, расширили и увеличили, обработали полностью весь федеральный стандарт. То есть можно сказать, что и доработали, и внесли новые, так скажем, ключевые позиции. Далее, вот с Татьяной Акимовной мы разговаривали, то есть акцент делали на все-таки использование в рамках образовательно-воспитательного процесса высокотехнологических комплексов. То есть это, наверное, такая вот главная показатель и изменения для этого федерального образовательного стандарта. Причем вот если говорить о Татьяне Акимовне, хочу вот, чтобы вот все слышали, это очень интересный и талантливый человек, и талантливые люди, они обычно талантливы во всем, да. Татьяна Акимовна является еще и наставником не только в метод работе, она у нас выполняет и занимает должность заведующая мастерской по ювелирному делу. И вот благодаря ее усилиям она подготовила в прошлом году у нас одного студента. Вот в июне этого года в Санкт-Петербурге было мероприятие 11 Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой себе ученого». Путинцев Денис занял первое место. Хотелось бы сказать большое Татьяне Акимовне спасибо за такие выдающиеся результаты. Вот так могу прокомментировать про изменения в Авгосе. Наше время подходит к концу. Ну что ж, сама честь, как говорится, разрабатывать федеральный стандарт, Конечно. это уже говорит о высоком мастерстве, об высоком уровне образования и преподавания в вашем учебном заведении. Дмитрий Игоревич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшего роста вашему учебному заведению, и готовить профессионалов на благо нашей республики. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.